эфире телеканала программа «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. Темой нашего актуального разговора сегодня является корпоративное управление. О том, что такое корпоративное управление и чем оно так важно для республики, расскажет первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Владимир Степанов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Так, что же означает этот термин «корпоративное управление»? Корпоративное управление в двух словах – это управление акционерным обществом за ее деятельностью в пределах возможностей, которые предоставляет владение пакетом акций этих обществ. По сути, на сегодняшний день у нас 31 предприятие с 100% владением, 100% из них 21, контрольным пакетом акций 31. Соответственно, есть еще и в общей сложности у нас 42 акционерных обществ, но они уже менее 50%. Ну и, соответственно, у нас корпоративное управление в отношении этих 31 акционерных обществ. Здесь сразу необходимо отметить, что корпоративное управление это отличается от менеджмента. Да? Речь идет о не текущем управлении, который текущим менеджментом занимаются те же наши первые лица этих предприятий, то бишь гендиректора, руководители. Как и обычное акционерное общество, наши предприятия, конечно же, у них целевая задача – это нацеление на извлечение прибыли. И в то же время они выполняют стратегически важные задачи для республики. Мы участвуем в тех направлениях, по линии сельского хозяйства, по линии транспорта. Так, например, у нас контрольный пакет акций держим в таких предприятиях, как Якутский хлебокомбинат, и тот же самый у нас акционерное общество «Агрохолдинг». В сфере транспорта это Ленское объединенное речное пароходство, та же самая наша авиакомпания «Якутия». Вот. Ну и хотелось бы еще тут отметить, что сохранение государственного контрольного пакета акций этих акционерных обществ отвечает интересам нашей республики как акционер, управляющий именно менеджментом. Вот и взаимоотношения, которые выстраивает республика через наших представителей, а именно членов совета директоров с топ-менеджментом этих акционерных обществ, и является, по сути, само корпоративное управление. Вот процесс этого управления. И напрямую, конечно же, влияет на экономику нашей республики. Так, на текущий момент в корпоративном управлении республика, конечно же, придерживается тех основных направлений, которые были озвучены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Так, в апрельском послании было отмечено, что прибыль корпоративного управления, конечно, в этом году обещает быть достаточно высокой, несмотря на все проблемы, которые мы сталкиваемся. И нужно будет контролировать, как его дальнейшее использовать в той же части прибыли. И у нас по соответствии с законодательством, а именно с федеральным законом об акционерных обществах, на 1 июля действующим законом завершается кампания по проведению годовых общих собраний акционеров, на котором обязательно рассматривается за прошлогодний, имею в виду корпоративный год, результаты финансово-хозяйственной деятельности, аудиторская проверка к этому, заключение аудиторской проверки, и тут же, соответственно, то бишь именно наше управление в лице наших советов директоров каждый год утверждается состав этих советов директоров. Ну и одномоментно также обязательно мы рассматриваем и состав ревизионной комиссии этих акционерных обществ. У нас в республике размер дивидендов по акциям акционерных обществ с долей государства устанавливается с учетом их потребностей, а также их потребностей в финансовых средствах, учтенных в их планах, антикризисных мероприятиях и так далее. Владимир Николаевич, а как закончился 2020 год для предприятий с участием республики? Оказывалась ли им поддержка, учитывая, каким непростым этот год оказался? Прошлый год по известным причинам действительно выдался очень сложным. Во многих отраслях экономики у нас произошло значительное снижение выручки из-за ухудшения предпринимательской деятельности. Однако в целом картина, скажем так, лучше, чем мы ожидали худшего.
но, скажем так, из-за своевременного тех же по поручению главы республики Арсения Сергеевича принятым антикризисным мерам в условиях локдауна и так далее, по большому счету все финансовые хозяйственные деятельности, которые были утверждены под Новый год в прошлом году, они были пересмотрены с учетом этого. Ну так, по итогам общая сумма выручки, да, в цифрах, например, с долей республики по сравнению с итогами 2019 года уменьшилась на 8%, хотя прогнозировали некоторые эксперты на больше. И составила у нас округленно более 45 миллиардов рублей. А за 2019 год у нас было чуть более 49 миллиардов рублей. Так, заметно сократилась, вот, например, выручка в сфере транспорта, буквально на 21%. Снизилась также в сфере транспортировки, транспорта, нефти и газа, там 10%. Но и в то же время, если и по линии сельского хозяйства, у нас увеличение на 26%, почти на 27%. Вот. Ну и тут же тоже по понятным причинам, да, получается, значительно выросла у нас, например, у сахаформации. Ну, соответственно, это поставка тех же наших индивидуальных защитных средств и так далее, вот за счет этого. И у РИКа нашего тоже почти в 2 раза увеличилась выручка. Ну и в общей сложности необходимо сказать, у нас с положительным результатом закончили 17 предприятий из 31. По сравнению с позапрошлым годом, конечно, у нас меньше на 5 единиц акционерных обществ. Ну и опять же по вышеуказанным, упомянутым мной причинам, да. Вот. Ну и что позитивной тенденцией, да, вот по этим антикризисным мерам в силу веяния прошлогодних вызовов, получается, у нас хочется отметить, что у нас по финансовым результатам, да, по сравнению с аналогичным показателем произошло уменьшение общей сложности долга этих предприятий практически на 80%. Так, ну и какие поддержки, да, были приняты решения, вот, например, по нефтепродуктам, да, что нам позволило, как бы, чего мы боялись резкого скачка, мы увеличили уставной капитал того же Сахатраснефтегазбыта, и за счет этого мы сдержали скачок именно в северных и арктических районах. Тут же для примера хотелось бы сказать, вот, например, тоже по упомянутому нашему якутскому хлебокомбинату было увеличение тоже на порядка на 14 миллионов нестационарными торговыми объектами, которые содействовало, конечно же, выполнению их планов и вообще в целом финансового состояния стабильности этого предприятия. В свете вышесказанного, каковы планы развития у хозяйствующих субъектов госсектора? Ну, на сегодняшний день у нас получается 2 направления, назовем их 2 столпа. Это первое — стратегическое планирование. Как мы знаем, это самая важная роль, это планирование. Практически это предвидеть, что будет и как. Конечно, не все можно предвидеть, но однако же именно в прогнозировании, так у нас по каждому предприятию было принято стратегическое планирование, ну, развитие, да, утвержден план развития этих предприятий. Ну и второе — это повышение ответственности, квалификации наших тех же представителей от республики, то бишь членов Совета директоров. Вот. А также вот для анализа своевременного, скажем так, оценки состояния предприятий у нас еще с 2015 года с нашим министерством введены коэффициенты полезной эффективности, да, по которому это, ну, как бы не под одну лекало каждое предприятие мы оцениваем, да, но каждым по направлению, в каждом сколько производственных предприятий, сельскохозяйственных своих, ну и, конечно, сельскохозяйственные сезонные, да, получается. И вот все эти мероприятия нам дают как бы возможность своевременно реагировать. И я не скажу, что эти коэффициенты показателей, они утверждаются каждый год тем же общим собранием советов директоров, и которые мы совершенствуем каждый год, потому что, ну, по результатам они как бы отчитываются, докладываются, и по ним же мы принимаем, по этим оцениваем работу нашего предприятия, того же акционерного общества, и утверждаем новые показатели именно по этим предприятиям. У нас
Вот в 2019 году мы ввели такие коэффициенты, показатели, такие как доля креативных профессий от общего числа занятых и выручка внешнеэкономической деятельности, введенная еще в 2020 году, то бишь в прошлом году. Вот. Ну и в целях повышения ответственности членов Совета директоров перед акционерами, да, мы разработали нашим министерством методику оценки вообще участия Совета директоров. Что это такое? Мы оценим, во-первых, насколько они участвуют, сколько они вносят предложений, сколько вопросов ставят, сколько из них проходит, сколько из них решается. И это тоже дает, скажем так, определенный положительный эффект непосредственно управления нашими предприятиями. Также с 2020 года корпоративное управление стало предметом нашей рабочей группы по программе «Эффективный регион». Да? И там два направления. Это повышение качества корпоративного управления, о чем я предыдущий сказал, и цифровизация корпоративных процессов. Вот в рабочей группе мы пригласили представителей наших ведомств, такие как СГАУ, Центр стратегических исследований, и институтов развития, это венчурная компания нашей республики и корпорация развития нашей республики также. Вот. Направление качества корпоративного управления, это у нас было поручено, еще звучит в персональном поручении. Мы тут именно цель ставим обучение. Тут хотелось бы отметить, обучение не означает, что мы берем нового человека и просто обучаем, а просто повышаем квалификацию, ну, с новыми методами, подходами. И вот все это будет производиться на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики. И, соответственно, эти мероприятия у нас буквально начинаются с следующего месяца. Программа у нас разработана, и мы к концу года по поручению должны достичь 80% обучения наших, еще раз повторюсь, не только членов Совета директоров, но и топ-менеджеров, а также корпоративных секретарей. Ну и коротко о цифровизации корпоративных процессов. Это получается, вместе с тем мы сами тоже как министерство должны развиваться, соответственно, мы должны вносить изменения и в те же наши нормативные акты регулирования и, соответственно, управления этих акционерных обществ. Мы разрабатываем и предлагаем от сокращения сроков более мобильным, чтобы управление, вообще корпоративное управление, оно должно быть более гибким и отвечать, реагировать быстрее и открытым. Вот. Это по оптимизации процессов. Тут хотелось бы отметить, что, например, вот по перечню отбора кандидатов тех же совета директоров, а эта работа у нас проводится за год этих кандидатов. Получается, есть определенные требования к этим кандидатам совета директоров, будущим членам совета директоров, образование, характеристику, опыта работы в той или иной сфере, потому что мы вот эти требования определены к одной отрасли каждому. Поэтому, по сути говоря, мы берем таких людей и ставим там опытных, которые действительно могут внести вот те же предложения и понимая, что которым не надо объяснять, чем занимаются эти акционерные общества, и какая цель, и что они должны достичь. Вот. Ну и в 2019 году, хотелось бы отметить, была принята концепция развития креативной экономики. И вот в этом направлении у нас, получается, в соответствии с ней стоит задача развития именно несырьевой отраслевой экономики в обозримом будущем. Также у нас, опять же, есть обучающая программа «Глобальный бизнес». У нас по нему участников было 6, такие как авиакомпания «Якутия», «Алмаз-Энергетбанк», Якутский хлебокомбинат, «Хабул». Да? И вот по результатам мы практически его закончили под Новый год, но у нас уже есть результаты. Было выработаны рекомендации именно стратегии развития тех или иных предприятий, была поставлена задача, и, соответственно, были, скажем так, костяк этого проекта развития был передан непосредственно этим предприятиям. Вот, опять же, хотелось бы отметить Якутский хлебокомбинат, они в целях участвуя в этой программе, разработали приложение, которое называется B2B, то есть бизнес к бизнесу, и тем самым они увеличили
долю продаж на 40%. Вот. А также по Сахавбулту. Да, по Сахавбулту именно рекомендации в части не только, чтобы, скажем так, в республике, да, а именно расширить свою деятельность в пределах, за пределы республики и не только Российской Федерации. Ну, в общем и целом, корпоративное управление – это живой практически организм, который должен реагировать на все вызовы. А прошлый год это неоднозначно и внятно, понятно показал, что такое, какие требования вообще ставить корпоративное управление, какие задачи и важность этого управления. Владимир Николаевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, гостем сегодняшней программы был первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Владимир Степанов. Оставайтесь на нашем телеканале.